Алло, Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Николай, вот расскажите подробнее, что это за новые назначенные экспертизы украинским военнопленным? Ну, следствие ФСБ назначило новую экспертизу, так называемую ситуационную экспертизу. Оно ставит перед экспертами нескольких российских учреждений, в том числе и экспертами военными, вопросы правового характера. Именно соответствовали ли действия украинских военнопленных моряков и российских пограничников тем нормативно-правовым актам и международным, и локальным, которые действовали на тот момент. Вообще, такие вопросы правового характера являются ничем иным, как оценкой доказательств. И, конечно же, доказательства оценивать может только суд. То есть фактически следствие пытается вот этим экспертным заключением подменить собой судебное решение. У меня нет никаких сомнений, что вот эти карманные эксперты ФСБ скажут и напишут ровно то, что нужно российскому следствию. Это заключение будет положено в основу обвинительного заключения и впоследствии в основу приговора. То есть таким образом следователи ФСБ выносят фактически приговор до того, как состоялся суд по существу. То есть правильно ли я понимаю, что вот сейчас вот фактически от экспертов вот требуется давать вот эту юридическую оценку доказательствам, хотя это является, вот с ваших слов, как я понимаю, прерогативой суда, правильно? Именно так. Дело в том, что есть даже специальное постановление Пленума Верховного Суда, которое запрещает, напрямую запрещает ставить перед экспертами вопросы правового характера и заставлять экспертов давать оценку доказательств. Вот именно этим сейчас занимаются следователи ФСБ. Но я хочу сразу отметить, что позиция защиты здесь однозначная. Мы возражаем против назначения данной экспертизы и считаем, что ее проведение является незаконной. Но, тем не менее, понятно, что эту экспертизу они все равно будут проводить, и посмотрим, что там они напишут в конечном счете. Ну а правильно ли я понимаю, что сейчас в деле захваченных украинских моряков практически каждый день вот продолжаются вот эти следственные действия, правильно? Да, после суда по продлению меры пресечения, который состоялся у нас 17 апреля, фактически в ежедневном режиме идут следственные действия. Даже сейчас, вот 3 дня рабочих в России между праздниками, все они полностью заполнены следственными действиями. По 2, по 3 следственных действия производятся в день. Всех военнопленных и их защитников знакомят с постановлениями о назначении этой экспертизы и предыдущей технической экспертизы, которая касается артиллерии кораблей. И эти следственные действия не прекращаются. То есть следствие идет очень интенсивно. Спасибо, Николай. Вот что касается самих военнопленных украинских моряков, еще хотела спросить у вас, вот что известно вам сейчас по состоянию их здоровья? И в прошлый раз, когда вы у нас были в эфире, вы говорили, что некоторым украинским военнопленным морякам разрешили поговорить по телефону со своими родственниками. Вот что с остальными? Другие уже смогли ли воспользоваться вот этой возможностью или вообще могли ли они уже поговорить со своими родственниками? Вот что известно по этому поводу? Но я могу сказать, что на текущий момент еще одному военнопленному, Вячеславу Зинченко, сегодня дали телефонный звонок. 8 минут он разговаривал со своей мамой. После такой паузы, связанной с праздниками, это 5-й военнопленный, которому дали право на телефонный звонок. Мы настаиваем на том, чтобы это право было предоставлено всем 24 военнопленным без исключения. И завтра я буду на следственных действиях, увижу руководителя следственной группы, еще раз с ним буду об этом говорить. Что касается состояния здоровья, то вот в эти 3 дня между праздниками наших военнопленных посещают консулы. За прошедшие 2 дня они посетили 16 военнопленных. Они отмечают удовлетворительное состояние здоровья. Конечно же, до сих пор у нас большие опасения по поводу состояния здоровья раненых военнопленных. И, например, Василий Сорока, у которого сняли гипс с руки, функция руки у него до сих пор не восстановилась. Ему требуются реабилитирующие мероприятия, этого не проводится.
Также нас беспокоит состояние здоровья двух других раненых, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера.